По схеме комплексного развития Якутии начинается разработка месторождений. Недропользователи из Золотого Алдана, видя реальные перспективы, активно вкладывают средства в производство. На Нижнекокитском рудном поле строится завод кучного выщелачивания. Артель «Селекдар» уже вложила сюда порядка 230 миллионов рублей. Пока полностью не сменится. Ну, я говорю, что мы 100 дней она будет как бы по регламенту, мы все это заберем, а потом она будет работать 2-3 года. Работы здесь начались ровно год назад, и уже летом нынешнего года завод должен дать первые килограммы золота, переработав 1,5 миллиона тонн руды. Какие объемы планируется здесь отрабатывать? На сколько лет это все планируется? И как вы считаете, какими ресурсами? Ну, ресурсы мы уже это объявляли. Значит, ну, пределом 10 лет планируем работать с добычей, переработкой 1,5 миллиона в год руды и добычей в пределах 2 тонн в год. Так что вот такая перспектива объекта, который, в общем-то, ну, имеет определенную перспективу. Плюс еще за счет георазведки мы надеемся еще года на 3-4 добавить. Поэтому вот 12-13 лет это реальный объект, который должен работать. На этом участке будут построены капитальные социальные объекты, жилые дома, столовая, банно-прачечный комбинат с бассейном. Всего на комплексе будет работать 400 человек, половина которого из числа местного населения. Геологическая служба артели, одна из самых мощных в республике, проводит разведку на прилегающих территориях, что позволяет недропользователям закрепиться здесь еще на десятки лет. Совместно с компанией «Техснаб Экспорт» на месторождении Лузное артель будет разрабатывать и урановые месторождения в Алданском районе. Участие корпорации развития Южной Якутии для подготовки заявки в инвестиционный фонд на основе решения Совета директоров. Предпроектные работы, то есть весь перечень работ, который здесь определен, мы в этом году запланировали. Значит, финансовые средства по каждому пункту у нас включены в план этого года. Заключаются договоры, и общий объем финансирования вот на работу этого года составляет порядка 24 миллионов долларов. Первоначально говорилось о том, что ориентировочная стоимость проекта примерно 1 миллиард долларов. Во всех последних документах, в том числе в тех, которые мы пока у себя числим при разработке проекта создания нового промышленного района в Южной Якутии, там 2 миллиарда долларов стоит. Теперь вы уже называете 3 и так далее. 200 долларов посыпется на Алдан, да? Значит, 3 миллиарда долларов. Ну, при таких подходах может у нас вдруг оказаться неэффективный проект. 12,5 тысяч рабочих потребуется. 12,5 тысяч. И платить они будут, наверное, значит, побольше ваших. Ну, я для примера, опять-таки, почему я об этом говорю. Вот сейчас работает специальная рабочая группа, у нас большая. Мы создаем, что ли, схему обеспечения кадрами и схему обеспечения занятости населения в Западной Якутии. Вот такая тема у нас есть. Значит, и они активно сейчас работают в рабочей группе, должны представить скоро материалы. Ну, а там как получается в Западной Якутии? 40 тысяч рублей хорошая зарплата, вообще, в принципе, хорошая. У кого 40 тысяч рублей? Это средняя зарплата по акционерной компании «Алрос». У лучших работников или у работников сложных профессий, например, горняков, которые в шахте работают, 60-80 тысяч рублей. А в Сургутнефтегазе средний 60, а у квалифицированных работников 120. Вот причина дефицита кадров в «Алросе». Я еще раз говорю, значит, на самом деле не в деньгах счастья, как говорится, так? И этому противостоять можно только такой грамотной, выверенной политикой, заранее продуманной. Это социальный пакет, и жилье, и задержка кадров через жилье, через ипотечные схемы, когда он обязан рассчитаться с предприятием. В общем, тут должна быть такая эшелонированная политика. Конечно, это не сегодня, не завтра наступит, но смотрите, ваши планы как так пересекаются. У них там в 2014 году добыча, вы на эти годы смещаете пик развития своего предприятия.